Эфир телеканала АТР продолжает «Заман». В студии для вас работает София Абляева. Добрый вечер. Президент Украины ждет наработки рабочей группы по созданию крымско-татарской национальной автономии. Петро Порошенко на своей итоговой пресс-конференции назвал создание крымско-татарской автономии важной темой. Однако вместо территориально-национальной автономию назвал национально-культурной. Після нашої з вами зустрічі звернувся до Конституційної комісії для того, щоб воно провело публічне обговорення пропозицій робочої групи. І як тільки буде знайдений остаточний варіант, як я і обіцяв, питання щодо національної або національно-культурної автономії, внесення змін до Конституції мною буде ініційовано перед Верховною Радою. Я дуже сподіваюся, що Верховна Рада підтримає ці пропозиції. Я врахую вас. Дякую. Це не культурна автономія, це територіально-національна автономія. Я врахую вас. Задача крымских татар – восстановить именно крымско-татарскую национально-территориальную автономию в составе Украины. Об этом заявил вице-президент Всемирного конгресса крымских татар Ленур Ислямов. По его словам, крымские татары, как коренной народ Крыма, должны иметь свою государственность в виде автономии. У президента есть советники, которые допустили какую-то ошибку, потому что национальная культурная автономия – это та организация, которая вышивает крестиком-ноликом. Рабочая комиссия, которая работала в Верховной Раде, в комитете, она по изменениям 10 статьи Конституции занималась именно национально-территориальной автономией крымских татар, где у крымских татар будет право на самоопределение. Более 200 журналистов, усиленная охраной, свыше 2 десятков вопросов СМИ. О чем еще говорил президент Порошенко. На своей итоговой пресс-конференции расскажет Эльвина Сейтбулаева. Первые полчаса президент Петр Порошенко говорит о реформах. Один из результатов называет безвизовый режим с Европой. Геополитика – еще одна из тем выступления президента. Заявил, в скором времени предоставить свою инициативу, чтобы пророссийские силы больше не могли поднять голову в Украине. В моїй команді ми зараз обговорюємо пропозицію заякорити Конституції європейську та євроатлантичну інтеграцію. Спрашивали президента об освобождении украинских заложников. Он заявил, до конца этой недели освободят 2 человек, которые находятся в плену на Донбассе. Также президент сказал, не сомневается, что незаконно удерживаемый в России украинский журналист Роман Сущенко вернется домой сразу после завершения так называемого суда в России. Немає жодного сумніву, що він буде вдома. Сподіваюся, що це відбудеться одразу ж після так званого суду в Росії. Задавали президенту и вопрос, готова ли Украина принять корабли из оккупированного Крыма, если Россия их будет возвращать. Ми готові прийняти кораблі з Криму тільки разом з Кримом. Щоб це прискорити, ми будемо задіювати всі інструменти, які маємо в власному розпорядженні. Ініційовано декілька судових процесів і щодо відповідальності Російської Федерації за фінансування тероризму, і щодо принципу расової дискримінації по відношенню до українців в Криму, до кримських татар. Будем робити все можливе для того, щоб повернути Крим. Также президент рассказал о своем нашумевшем СМИ отпуске с семьей на Рождество на Мальдивах. Уверяет, никаких законов не нарушил. Отдыхал не за бюджетные, а за личные деньги. Мій переліт був оформлений у відповідності до вимог чинного законодавства. Президента України немає відпусток, оскільки він не може доручити виконання своїх обов'язків відповідно до Конституції нікому. Прокомментировал Петр Порошенко и вероятность проведения досрочных парламентских выборов в Украине. По его словам, распускать Верховную Раду он не собирается. Я наголошую, що жодних цих розмов я не веду. Якщо парламент замість того, щоб цим займатися, будуть займатися виборами, вони до цього призведуть. А вот относительно своего участия в президентских выборах Порошенко уверяет, еще не решил, будет ли баллотироваться на 2-й срок. Эльвина Сейтбулаева, Асан Эминов и Ислам Пенка. Заман, АТР.
Мы продолжаем вспоминать события 2014 в Крыму. 28 февраля на территории полуострова открыто появляются зеленые человечки без опознавательных знаков. Они захватывают аэропорты, российские вертолеты, рассекают небо над Крымом. На защиту нашего телеканала выходят добровольцы, а в Севастополь приезжает Владимир Жириновский и обещает крымчанам счастливое будущее в составе России. Каким был последний день той зимы, далее без комментариев. Находимся мы здесь в аэропорту, чтобы соблюдался общественный порядок. Крымского местного референдума 25 мая о придании статуса автономной республики Крым как государственного в составе Украины. Мы не признаем незаконным образом сформированное правительство Крыма. Россия окажет любую помощь вам, моральную, политическую, экономическую. У вас всегда будет газ, у вас всегда будут миллионы русских туристов. Для того, чтобы этот мир найти. Вот сегодня мы с вами должны найти этот компромисс. Минуточка, послушайте. Я сегодня... У нас мир, здесь мир, у нас нормально. Приговор Сулейману Кадырову оккупационный феодосийский суд объявит завтра. Его судьи должны зачитать в 10 утра. Во время сегодняшнего заседания оккупационный прокурор требовал 3 года условно для члена регионального меджлиса, которого оккупанты обвиняют в сепаратизме. Также сторона обвинения требует запретить Сулейману Кадырову заниматься публичной деятельностью в течение 2 лет. Сразу после аннексии полуострова Кадыров начал предоставлять соотечественникам правовую помощь. В 2016 году в одном из комментариев в Facebook Сулейман Кадыров написал, что Крым – это Украина. Так было и так будет. Я до этих пор не знал, что такое экстремизм, терроризм. Не было в Украине, не было в Крыму понятия такого слова экстремизм и терроризм. Оно пришло вот 4 года назад. Меня объявили экстремистом. Крымских татар террористами и экстремистами за инакомыслие и просто за соблюдение религиозных обычаев. Они говорили, что защищают Крым от мифических бандеровцев, а на самом деле содействовали оккупации полуострова, похищали людей. После так называемого присоединения Крыма к России активно занялись рейдерством. Что такое крымское ополчение и почему в нем разочаровываются его активные бойцы, смотрите в нашем сюжете. Давайте не допустим того, что произошло в Киеве, у нас здесь в Крыму.
Они начали собираться еще в конце 2013-го, прикрываясь лозунгами «Защитим Крым от бандеровцев», излюбленного врага поклонников русского мира. Боевики самообороны блокировали украинские военные части, организовывали провокации против украинских патриотов и похищали людей. Тимофей Денисюк был одним из активных участников так называемого ополчения. Сегодня в нем полностью разочаровался. Изначально сорганизовался сам, а 23 февраля 2014 года ситуацией, к сожалению, воспользовалась с этого дня и пошло считаться, что якобы лидер этого ополчения станет Аксенов. И, к сожалению, так получилось, что русское единство стало во главе этой ситуации. Самооборона Крыма должна была свернуть свои штабы сразу после завершения так называемой «русской весны». Но ополченцев оставили. Их руками новоявленная власть Крыма решала свои дела. От угона автомобилей до присвоения чужого бизнеса. За свои труды народные герои даже медали получали. За мужество. Теперь пришло разочарование. Мы оказались в ситуации, которая была даже хуже, чем при Украине. У нас реальный бандитизм во власти. И ополчение, которое было призвано в момент Крымской весны остановить этот бандитизм, к сожалению, стало инструментом этого бандитизма. Национализировать и отжать. В народном ополчении Крыма силовое присвоение предприятий и чужого имущества разделяли на хорошее и плохое. К примеру, отобрать бизнес Коломойского – это проявление патриотизма. Другое дело – Крымавтотранс. Это не национализация. Он принадлежал человеку, который был у нас в Крыму. Да, жил в Крыму. Более того, мало того, что жил, он постоянно боролся за Крым, за российский Крым. На балансе самообороны начали появляться дома и техника. Появлялись, чтобы потом бесследно исчезнуть. По данным Тимофея, так исчезли около 100 автомобилей. Причем тех, кто обращал внимание на эти кражи, в ополчении больше не работают. Виталий Попов, Татьяна Сулий, Заман, АТР. В защиту Ханского дворца под таким лозунгом «Крымская солидарность» объявила флешмоб в соцсетях. Правозащитники призывают публиковать, в частности, в Facebook, видео или фото с хэштегом «Save Хан Сарай». Подробнее Елена Царенко. Жены крымских политзаключенных Эмир Усейна Куку и Сайрана Салиева – первые, кто присоединился к флешмобу в соцсетях. Женщины опубликовали фотографии своих мужей на территории Ханского дворца, сделанные еще во времена их пребывания на свободе. К флешмобу присоединилась и общественный деятель Лутфия Зудиева. Она хочет привлечь внимание общественности к трагедии Ханского дворца. Это наше общее достояние, это наследие всего крымско-татарского народа. И поэтому в данном случае душа болит у всего народа. И я считаю, что каждый из нас должен присоединиться к данной акции и в меру своих возможностей сделать все для того, чтобы защитить свою память. Журналистка Севиль Алидинова тоже стала участницей этого флешмоба. Ханский дворец для нашего народа – это то святое место, кусочек того старого Крыма, достояние, можно сказать, крымских татар, единственное, что у нас осталось. Именно поэтому я так же, как и многие мои соотечественники, поддерживаю этот флешмоб. И, конечно же, очень надеюсь, что мы хоть как-то сможем обратить внимание на эту проблему. Но пока вот реставрация, или, как сказать по-новому, строительство нашей ханской мечети, она идет полным ходом. Фотограф Сейтумер Сейтумеров рассказывает, еще в 2015-м снимал Ханский. Говорит, то, что сейчас происходит на его территории, нельзя назвать реставрацией. Буковые балки 19 века, которые держали потолок мечети, оккупанты распилили и выбросили. Вместо них поставили современные. Потолок мечети с давними росписями разобрали и оставили на улице. А старинную черепицу с крыши мечети сорвали и заказали вместо нее современную, испанскую, что совсем не похоже на древнюю крымско-татарскую. С прошлого года началась вот эта реставрация беспощадная, то есть и вот эту красоту, которую мы видели, которую я пытался запечатлеть в кадре, сегодня мы видим, что на этом месте уже как война прошла. Эту историю сейчас вот таким беспощадным образом уничтожают. 15 февраля 2018-го юрист и правозащитник Рустам Камилев подал заявление о преступлении по уничтожению комплекса Ханского дворца в Бахчисарае, которое проводится под видом реставрационных работ в Следственный комитет России. Он также поддержал этот флешмоб. И с каждым днем все большее количество людей приобщаются к акции «Защитим Ханский дворец». Елена Царенко, Максим Кондратенко, Заман, АТР.
Аномальные морозы и снегопады, накрывшие Украину, а затем и Европу, прозвали «зверем с Востока». Это холодный циклон, пришедший из Сибири. Он уже забрал жизни 24 человек в Европе. Вероника Иващенко подробнее об этом. В Польше от морозов погибло 9 человек, 5 в Литве, во Франции 4, еще 3 в Чехии, 2 в Румынии и 1 бездомный замерз в Италии. В Брюсселе даже решили принудительно свозить людей, которые живут на улицах, во временные ночлежки. В Брюсселе есть 1000 мест, которые открыты зимой для бездомных. Это в половину больше, чем весь год. Морозы в этом году непредсказуемы, поэтому мы просим людей приходить в такие места для обогрева. Прошлой ночью в Германии температура упала до минус 24, а в Эстонии вообще до минус 29. Страдают от мороза Франция и Италия. Во Флоренции снег выпал впервые за полстолетия. Не работает аэропорт Неаполя. Снег на улицах – необычная картинка и для Рима. А в Британии, которую засыпает снегом, власть предупреждает про сбои в электрике и работе мобильной связи. Усложнена и работа транспорта. Страдает от снега и Испания. Циклон добрался даже до островов Корсика и Капри. А в Нидерландах замерзли водоемы. Власть предупреждает про опасность катания на коньках по замерзшим рекам. В европейских странах закрыты школы и садики. Вероника Иващенко, Заман, АТР. Это все, что мы успеваем вам рассказать. Информационный вечер на телеканале АТР продолжается уже через несколько минут. Не пропустите программу «Минымдже». Оставайтесь с нами.